Я направлялся и в набережные Челны, и, мы едем с Ханты-Мансийского автономного округа. И на перекрестке я даже никого не видел, услышали удар, остановились, и вот результат. Нет бампера, и оказывается женщина. Я ее не видел. Вот подтвердит тоже, он не видел ее. Но ее, да, не видел. Каким автомобилем управляли? Лада Галанталь, номер 609. Какая скорость у вас была движения? Тут небольшая, километров 40, не больше, потому что поток был очень большой. И движение было очень напряженное. Я даже не могу представить сейчас, как это случилось, как это произошло. Потому что следил за дорогой, а по сторонам-то больно не смотрел. Но ее я не видел, вот это точно не знаю. В условиях осеннего периода вопросы соблюдения правил дорожного движения пешеходами и, в частности, применения световозвращающих элементов на одежде и вопросы соблюдения скоростного режима водителями транспортных средств становятся вопросами жизни, а, к сожалению, зачастую и смерти. За период с 16 по 18 октября на территории Удмуртии произошли 7 наездов на пешеходов, в результате 3 человека погибли, 4 получили травмы. Все наезды произошли в условиях темного времени суток, либо в сумерки. На территории Завьяловского района и Воткинского района в ДТП погибли женщины 74 и 78 лет. Поэтому мы обращаемся ко всем жителям республики, примите меры к обеспечению световозвращающими элементами своих пожилых родственников, либо родственников, проживающих на территории сельских районов. Ну и, конечно же, без таких световозвращающих элементов на проезжей части в темное время суток становится находиться очень и очень опасно.